правительстве Российской Федерации заявили о потребности в мигрантах на стройках в пандемию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что предлагают мигрантам в России. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Президент буквально на прошлой неделе провел среди первых совещаний по поддержке различных секторов экономики именно стройку. И мы приняли целый ряд решений. Из таких глобальных решений не останавливать стройку, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что страна нуждается в иностранных рабочих на российских стройках для выполнения поставленных задач. Мы сейчас считаем, что нам не надо, чтобы те иностранные рабочие, которые работают у нас в стране, куда-то перемещались. У нас доля сегодня иностранных рабочих достаточно большая, и, конечно, они нам нужны, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, мы могли выполнить, сказал он. Хуснуллин подчеркнул, что большинство рабочих в Российской Федерации – это жители бывших советских республик, однако у них на родине также есть проблемы с коронавирусной инфекцией, поэтому большая часть мигрантов остается работать в России. И сегодня, например, я буквально 2 часа назад закончил штаб с регионами, с Поповой Анной Юрьевной, с Роспотребнадзором, все-таки как мы должны усилить меры по защите наших строителей и при этом не останавливать стройку. Вот это такой ключевой вопрос. А как вы относитесь к тому, что правительство России наконец-то поняло ценность мигрантов? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. При этом вице-премьер отметил, что пока в стране нет серьезных проблем из-за нехватки иностранной рабочей силы. Напомним, что ранее Хуснуллин также рекомендовал не останавливать стройки, где заняты мигранты. Как вариант, в условиях пандемии он предложил властям ряда регионов Российской Федерации построить на стройплощадках отдельные бытовки, где могут проживать рабочие на карантине и в случае, если заболеют коронавирусом. А тех приезжих, у которых выявят тяжелый случай заболевания, Хуснуллин посоветовал госпитализировать в больнице. Напомним, что с 18 марта по 1 мая 2020 года Россия закрыла границы своей страны для всех иностранцев в целях нераспространения коронавирусной инфекции. В связи с этим многие мигранты не смогли выехать из страны, чтобы вернуться на родину. Я вообще сказал бы, что мы работу свою построили сейчас из 3 основных блоков. Первый блок – это борьба с коронавирусом, особенно в первую очередь касаясь нашей строительной отрасли. Второй блок – это снижение потерь от сегодняшней экономической ситуации. Распустим строителей, распустим действующие проекты, собрать потом понадобится месяц, а то и годы. Это вот второй блок вопросов, который мы ведем. А третий блок вопросов – это подготовка решений для рывка. Для того, чтобы как только ситуация начнет экономически улучшаться, у нас была готова проектная документация. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи.